В этот день ровно 90 лет назад образован Коми научно-исследовательский институт. Его целью должна была стать планомерная работа по поднятию культуры и хозяйства Коми области. Деятельность предполагалась вести по двум направлениям: изучение фауны, флоры, климата, а также языка, фольклора, быта и истории народов. За 90 лет институт претерпел немало изменений и в итоге стал одним из ведущих научных центров страны. Александра Головина погрузилась в историю. 20 июля 31-го Президиум ВЦИК поддерживает идею открытия научного учреждения в Коми. Первоначально в институте 3 отдела – национальной культуры, промышленности и сельского хозяйства. И всего 7 штатных сотрудников. Во многих регионах зарождаются исследовательские институты. Время диктует необходимость. В какой-то мере действительно он был предвестником будущего Коми научного центра, потому что его сотрудники занимались и историей, и филологией, и экономикой, и изучением природных богатств, в общем, всем комплексом, всем тем, что на самом деле было тогда нужно для Коми автономии. В начале войны эвакуированные в Сыктывкар Северное и Кольское отделение Академии наук преобразованы в базу по изучению Севера. Чуть позже в ее состав войдет и тот самый научно-исследовательский институт. Если бы ученые, которые стояли у истоков нашего учреждения, посмотрели на наши планы, задачи, они были бы удивлены и горды нами. Потому что сегодня наши задачи вышли далеко за пределы Республики Коми. Безусловное требование к исследованиям – это международный уровень. Мы должны выходить на международный фронтир. Сегодня Коми научный центр – лидер по изучению Севера – экономическому, социальному, культурному. Принципиальная задача, как ни странно, за все эти долгие годы осталась прежней – сопровождать развитие региона и всячески этому содействовать. Говорим сегодня про уникальные в мировом масштабе находки наших геологов. Тема непростая, но вместе с тем очень интересная и, что самое важное, перспективная. Это программа «Детали», где мы обсуждаем неочевидное. 2021 президент объявил годом науки. Важно об этом помнить и говорить. Ученые КНЦ теперь частые гости в студии Юргена. В программе «Детали неочевидные» они делятся многолетним опытом и наработками о том, что волнует каждого. Вот, например, можно ли с помощью БАДов из Коми предупредить коронавирус или как защитить себя от вездесущей радиации? Сегодня у нас в гостях человек, который знаком с этим страшным явлением, как кажется, на первый взгляд, радиации очень давно. Владимир Зайнуллин, доктор биологических наук, профессор, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Владимир Габдулович, здравствуйте. День добрый. Диверсификация экономики, здоровье сбережения жителей Севера, разработка востребованного в Европе биоэтанола, сорбенты для удаления разливов нефти и других промышленных жидкостей. Эти и другие важнейшие задачи Коми научный центр сегодня называет приоритетными. Ведь их решение важно как для нашей республики в частности, так и для мирового научного сообщества. Ради этого и трудятся 7 исследовательских институтов. Александра Головина, Артем Соколов, телеканал Юрган.